Уважаемые коллеги, скажите, меня слышно? Кто в онлайне, кто в чате? Здравствуйте, коллеги. Меня слышно, скажите, кто в чате? Коллеги, скажите, меня слышно? Коллеги, простите, пожалуйста, за заминку. Были небольшие проблемы с интернетом. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Вас приветствует детский сад номер 41 «Белоснежка» города Воркуты. Мы начинаем наш вебинар. Очень приятно вас всех видеть в нашем вебинаре. Патриотическое воспитание подрастающего поколения на сегодня одна из наиболее важных и актуальных проблем. Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном городе, стране, особенностях русских традиций, равнодушно относятся к близким людям, товарищам по группе. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши предки, деды, отцы. Основы, базис воспитания ребенка закладываются в дошкольном возрасте и далее продолжаются всю жизнь. Все, что усвоено в дошкольном возрасте, знания, навыки, привычки, способы поведения, черты характера, оказываются особенно прочными и являются фундаментом для дальнейшего развития личности. В настоящее время на историческую арену выходит новый социальный тип личности. Российскому обществу требуются люди деловые, уверенные в себе, независимые, с яркой индивидуальностью. Патриотическое воспитание подрастающего поколения сегодня является одним из приоритетных направлений политики нашего государства. Идеи патриотизма, особенно в их высшем проявлении, готовности к защите Родины, во все времена занимали одно из самых ведущих мест в формировании подрастающего поколения. Особенно важным фактором патриотического воспитания становится история нашего прошлого, нашего народа. Президент нашей России Владимир Владимирович Путин о нравственном патриотическом воспитании подрастающего поколения говорит так: формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России, зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям, которые рядом живут. В содержании в госдошкольного образования отмечается необходимость активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника, предъявляя требования к объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и предполагает формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, и социокультурных ценностях народа, о традициях и праздниках. Дети в дошкольном возрасте, как мы все знаем, любознательные, отзывчивые и восприимчивые. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Это время благодатной почвы. В дошкольном возрасте возникают большие возможности для систематического и последовательного нравственного воспитания наших воспитанников. Происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процесса социальной адаптации в обществе. Начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок в жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как его образы яркие, сильны и остаются в его памяти на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. Патриотическое воспитание является одной из основных задач дошкольного образования. Через воспитание любви
и трепетного отношения к ценностям семьи, детского сада, родного города, участие в мероприятиях, направленных на благоустройство двора, территории, группы, улиц родного города, заботливое отношение к родным, близким людям, сверстникам, младшим воспитанникам и также старшему поколению. Уважение к труду разных профессий, развитие интереса к традициям родного края, соблюдение и сохранение традиций семьи, края, страны, формирование трепетного отношения к природе, ее ресурсам, экономно их расходование, знакомство с символикой российского государства, ее значением для народа и страны в целом. Воспитание гордости за россиян, достигших успехов в разных областях деятельности, сельском хозяйстве, науке, спорте, образовании. Развитие интернациональных чувств по отношению к другим народам, культуре и традициям. Использование различных технологий. Например, существует такая технология, которая называется флеш-анимация, и с ней мы все с вами знакомы, уважаемые коллеги. Это вид векторной графики компьютерной, который позволяет с достаточной простотой и наименьшими затратами создавать анимационные фильмы. Также можно к инновационным нововведениям отнести и применение метода веб-квестов, компьютерных игр. Еще одна технология, которую мы используем с вами для ознакомления воспитанников с нравственно-патриотическим воспитанием, у нас является квест-игра, в которую мы все с вами используем в своей работе. В своей работе с детьми используются разнообразные методы и приемы с учетом возраста детей. Они абсолютно разные. Экскурсии, целевые прогулки, например, возложение цветов к памятнику, рассказы воспитателя, беседы о родном городе, ее стране, истории города, страны, наблюдение за изменениями в облике родного города, когда приходят праздники, за трудом людей в детском саду, в городе, показ иллюстраций, фильмов, слайдов, прослушивали аудиозаписи, таких как гимн страны, гимн города, патриотические песни о родине, использование фольклорных произведений, пословицы, поговорки, песни, игры, сказки, потешки, ознакомление с русским народным декоративно-прикладным искусством, роспись, игрушки, вышивка, знакомство с творчеством поэтов, художников, композиторов, организация тематических выставок, участие в общественных и народных календарных праздниках, конкурсы чтецов, участие в городских мероприятиях, конкурсах, проектах, участие детей в посильном общественно полезном труде. Средства, которые мы используем нравственно-патриотического воспитания, можно объединить в несколько групп. Например, художественная литература, изобразительное искусство, музыка, кино, диафильмы – это будет группа художественных средств. Эта группа средств способствует эмоциональной окраске познаваемых явлений. Дети эмоционально и доверчиво воспринимают читаемые им сказки, стихи, рассказы, рассматривают иллюстрации к книгам. На ребенка производит сильное впечатление работы художников, изображающих мир реалистично и понятно для ребенка. Художественные средства наиболее эффективны при формировании у детей представлений и воспитании чувств. Природа родного края вызывает у детей гуманные чувства, желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи. Воздействие природы на личность детей формирует ощущение причастности, принадлежности к уголку земли, где проживает ребенок. Собственная деятельность детей, игра, труд, учение, художественная деятельность. Каждый вид деятельности, выполняемый детьми, имеет свою специфику. Особое место в группе средств отводится общению. Оно как средство нравственно-патриотического воспитания выполняет задачи корректировки представлений о нравственности и патриотизме на основе побуждения чувств и формирования отношений. Атмосфера, в которой живет ребенок,
Окружающая обстановка ребенка становится средством воспитания чувств, представлений, поведения. Она активизирует весь механизм нравственно-патриотического воспитания и влияет на формирование нравственных и патриотических качеств. Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, от возраста воспитанника, от их общего интеллектуального развития, от этапа развития нравственно-патриотических качеств. Патриотическое воспитание должно осуществляться в тесном взаимодействии с родителями, естественно. Используются следующие виды взаимодействия, например, анкетирование, консультации, родительские собрания, беседы, уголки, семейные экскурсии, совместные праздники, мини-исследования ребенка и родителя, привлечение родителей к участию по возложению цветов к памятникам. Формы совместной с родителями деятельности, по нравственно-патриотическому воспитанию разнообразны, как я уже вам все это рассказала. В настоящее время эта работа очень актуальна, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не у всех считаются важными. В данном вопросе родители должны стать непременными участниками, помочь в сборе и пропаганде материалов по родному краю, в воссоздании национальных традиций. Метод проектов в дошкольном образовательном учреждении можно представить как способ организации образовательного процесса, основанный на взаимодействии педагога, воспитанников, родителей, то есть всех участников образовательных отношений, как способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная деятельность по достижению поставленных проблем и задач. Для более плодотворной работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в нашем детском саду был реализован и создан и реализован проект, призванный обеспечить целостно-смысловую определенность системы нравственного воспитания дошкольника. Центром реализации проекта стало создание музея, который является музеем боевой славы, который является незаменимым помощником нашего детского сада в патриотическом воспитании подрастающих граждан нашей страны, так как решает задачи по формированию патриотического сознания. Наш музей создает особые условия для воздействия на интеллектуально-волевые и эмоциональные процессы личности ребенка. Целью создания музея послужило воспитание нравственной личности ребенка, формирование гражданско-патриотических качеств у детей дошкольного возраста, расширение кругозора и воспитание познавательных интересов и способностей, овладение практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности в процессе организации Музея боевой славы, знакомство воспитанников с историей нашего города, военной техникой. Для реализации проекта нами были поставлены следующие задачи. Обобщать и расширять знания детей о событиях, героях войны, их подвигах. Создавать условия для самостоятельной, познавательной, исследовательской и трудовой деятельности. Познакомить детей с военными предметами, военной техникой и разными рядами войск, военной одеждой, наградами. Способностью формировать чувство гордости за свой народ, его боевые заслуги. Познакомить детей с историческим музеем, в частности, музеем, посвященным боевой славе. Предоставить детям возможность реализовать разные виды детской деятельности, опираясь на полученные им уже знания и умения. Способствовать расширению кругозора воспитанника. Проект реализовывался при использовании информационно-технических средств, таких как вы уже знаете, компьютер, фотоаппарат, видеокамера и информационного обеспечения, интернет, тематические книги, альбомы, тетради для раскрашивания, наглядные раздаточные материалы, художественные, познавательные и научно-популярные произведения, энциклопедии. Вот сейчас на слайде вы видите скриншоты мини-сайтов групп
нашего детского сада. Вот с помощью таких вот кратких записей мы приглашали наших родителей, родителей наших воспитанников участвовать в создании музея. И они с большим интересом и положительно откликнулись и помогали нам в его создании. Работа над организацией музея у нас началась в 2017 году. И музей у нас, как я уже сказала, является нашим помощником в воспитании патриотизма. При оформлении экспозиции музея была проведена большая работа, поисково-исследовательская, сбор, систематизация материалов, экспонатов, литературных источников по темам экспозиции. А какие темы экспозиции, я сейчас вам расскажу. Сегодня наш музей содержит следующие экспозиции. Это стена «Бессмертный полк», которая включает в себя фотографии дедушек, прадедушек, наших сотрудников и наших воспитанников. Книга семейных архивов, образцы боевых наград, макет поля боя, коллекция моделей боевой техники, которую с удовольствием предоставили нам родители, аудиофонотека с песнями и музыкой военных лет, видеотека с мультфильмами о войне для дошкольников, библиотека с книгами о войне, альбом для рассматривания оружия военных лет, штаб «Палака», которую организовали нам родители, картотека сюжетно-ролевых игр на военную тему, коллекция моделей боевой техники, которую воспитанники изготовили совместно с родителями из бросового материала. Работа музея у нас организована по секциям. Научно-исследовательская – это поиск и сбор экспонатов для музея, пополнение фондов музея через исследование. Фондовая – непосредственно сам фонд музея, все, что находится в нем. Это ведение документации и изучение собранного материала. И художественно-оформительская секция – это изготовление и оформление экспозиций, презентаций нашего музея. Итак, наш музей постоянно пополняется новыми фотографиями дедушек и бабушек, прадедушек, наших воспитанников, новыми циклами познавательных бесед. Книга семейных рецептов также помогает, пополняется. Секунду. Потеряла мысли. Ежегодно проводится выставка совместного творчества детей и родителей «Память жива в наших сердцах» и литературная гостиная «Строка, оборванная пулей». Это мероприятие посвящено поэтам, писателям, фронтовикам. Принципы создания детского музея сформулировал в 20-е годы 20-го столетия русский педагог Зеленко Александр Устинович. Он говорил о том, что детский музей должен подойти к детям, чтобы у ребят загорелись глаза, чтобы у них появилось желание и возможность увидеть, попробовать, услышать, а также совершать собственные открытия, сделать что-то своими руками. Именно поэтому в нашем музее многие экспонаты сделаны руками детей и их родителей. Наш музей постоянно пополняется, обновляется и всегда открыт для экскурсий. Когда откроются наши все учреждения после карантина, уважаемые коллеги, добро пожаловать к нам на экскурсию. А сейчас Елена Николаевна Скворцова расскажет о том, как мы взаимодействуем с детьми. Елена Николаевна – воспитатель нашего учреждения. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы начать рассказ свой с истоков. Так как мы работаем по программе «Истоки», мы хотели в этом плане нашего музея вернуться к истокам нашей, к
предков. И если мы не знаем жизнь наших предков, то не знаем прошлое, не будет и будущего. Для этого мы, конечно, собрались с педагогами и решили, так как город у нас удаленный и нету музея в нашем городе, а именно музея боевой славы, мы решили создать это на базе нашего детского сада. Была очень большая предварительная работа, написали проекты, и по этому проекту привлекали и воспитателей, и сотрудников, и также родителей. Когда начали работать над этим проектом, мы удивились, что очень многие работа эта понравилась. Но как мы используем в нашей работе, по нашей программе истории? Мы с детьми приходим, я говорю это из своей практики, мы приходим в музей, можем в палатке поместиться, у нас там очень большая палатка, садимся вокруг, там созданы такие условия, как при военных условиях. И читаем там рассказы детям, обсуждаем эти рассказы. И у детей загорается желание участвовать в военной деятельности. И здесь у нас в музее находится большой макет, и мальчишки с удовольствием играют в солдатики. Есть картина, которая показывает им поле боя. И они все это сопереживают. И на стене находятся портреты их бабушек, дедушек, прадедушек, которые они принесли из дома, и они начинают рассказывать истории своей семьи. После этого у нас есть костер, мы можем сварить кашу, поесть кашу из котелков. Вокруг костра сколько раз садились и пели военные песни. Сейчас вот на отдаленности мы все находимся, поэтому у нас прошел флешмоб с песней о военных, песня, которая называется нет, не Катюша, господи, песня военных лет. Ребята очень, когда сталкиваются с экспонатами музея, с литературой, фильмами, которые мы показываем им, музыкой, они сопереживают и воспитывается интерес. И тогда, когда вот однажды мы читали письмо мальчика с фронта, мои дети решили, что они тоже напишут письмо с фронта. И это письмо мы свернули треуголкой и послали другой группе, чтобы другая группа прочитала о бабушках, о дедушках. Кто-то писал, кто-то рисовал рисунки, но было очень интересно. И другую группу по другой группе мы узнали, что их заинтересовало тоже хождение в музей. Они пошли и взяли литературу, которую мы читали. Очень интересно, ребята реагируют на то, какие ордена награждались в военную Великую Отечественную войну. Почему это медаль, почему это орден, чем они отличаются. И когда про это рассказываешь им, читаешь про это, то они уже дома спрашивают, а нету ли у нашего дедушки или прадедушки или прабабушки тоже таких медалей. И оказалось, что дома у них тоже были такие медали. И когда они пришли и принесли эти медали, ребята очень внимательно и бережно к этому отнеслись. Однажды мы прочитали рассказ о сне полка.
И тогда, когда ребята прочитали им это произведение, они очень долго под впечатлением спрашивали, а что нужно делать для того, чтобы стать сыном полка? Вот так вот в практике воспитывается любовь к родине, воспитывается любовь к своей семье, воспитывается любовь к своим предкам. Так что достаньте, пожалуйста, свой альбом, посмотрите со своими детьми, посмотрите, кто участвовал у вас в войне, расскажите им это. И когда у ребенка возникает интерес к прошлому, то обязательно будет любовь к родине, любовь к семье. Они выражают свою любовь в рисунках, в рассказах. И мы даже со своей группой сочиняли рассказ, как мы воевали на войне. Вот из таких маленьких мелочей создается большая любовь, патриотизм, любовь к родине. Большое спасибо за внимание. Вот сейчас на слайде, уважаемые коллеги, вы видите, как выглядит наш музей. Находится он у нас во втором корпусе по адресу Гагарина 10Б. Когда мы все выйдем из карантина, пожалуйста, добро пожаловать к нам. Мы вас поближе познакомим с нашим музеем. А сейчас поприветствуем Коваль Наталью Викторовну. Она нам расскажет о психологических основах нравственно-патриотического воспитания в дошкольном возрасте. Здравствуйте, уважаемые коллеги! При воспитании детей с первых лет жизни большое место занимает формирование нравственных чувств. В процессе общения со взрослыми воспитывается чувство привязанности к людям, желание поступать в соответствии с просьбами взрослого, делать как положено, воздержаться от плохих поступков. В этом возрасте ребенок начинает испытывать волнение, видя огорчение или недовольство его шалостью, радуется улыбке в ответ на свой положительный поступок, испытывает удовольствие от одобрения близких ему людей. Эмоциональная отзывчивость становится основой формирования у малыша нравственных чувств, удовлетворения от хороших поступков, одобрения или недовольства взрослого. В младшем дошкольном возрасте начинает формироваться уже отзывчивость, сострадание, доброта и гордость также за других. Чувства побуждают детей к активным действиям, помочь, проявить заботу, внимание, успокоить или порадовать своего друга. Уже в среднем дошкольном возрасте нравственные чувства становятся более осознанными. У детей формируется чувство любви к малой родине, чувство уважения и признательности к людям. Если рассматривать старший дошкольный возраст, то на основе формирующихся нравственных понятий воспитывается чувство собственного достоинства, гордости за родное отечество, появляются чувства долга, справедливости, уважения к людям, приобретает значение воспитание у ребят патриотических чувств, любви к родному краю, к своей отчизне. Особенностью детей старшего дошкольного возраста является ярко выраженная способность к подражанию. В то же время недостаточно развитая произвольность поведения, неумение контролировать свои действия, осознавать их нравственное содержание могут приводить к нежелательным поступкам. В нашем дошкольном учреждении педагоги при воспитании у детей нравственных навыков и привычек поведения проводят большую разъяснительную работу, направленную на осознание детьми целесообразности, справедливости и правильности тех или иных поступков, которые предлагают им совершать. Для этого у нас есть музей славы, по которому вам уже много сегодня рассказали мои коллеги. В нем находится разнообразная атрибутика времен Великой Отечественной войны, аллея славы с фотографиями прабабушек и прадедушек-воспитанников, защищавших родную страну от врага,
Таким образом, основная задача наших педагогов – это развитие у детей нравственных представлений, на основе которых формируется любовь к родине, гордости за наше Отечество. На конкретных примерах педагоги разъясняют детям, как следует поступать. Ну, например, давайте посмотрим. Хороший товарищ никогда не оставит друга в беде, не обидит его, уступит ему, если речь идет о группе, игрушку, договорится о том, как вместе можно играть. Сформированные нравственные представления служат основой развития мотивов поведения, которые побуждают детей к тем или иным поступкам. Именно анализ мотивов поступков позволяет педагогам проникнуть в суть поведения ребенка, понять причину того или иного его поступка и выбрать наиболее подходящий способ воздействия на детей. Нравственное воспитание осуществляется в процессе всей воспитательно-образовательной работы педагогов с детьми. При организации самостоятельной деятельности дошкольников используется труд, разнообразные игры, занятия, которые придают нашим детям воспитывающий характер. Так, наблюдая за играми детей, наши педагоги анализируют их содержание, уделяют внимание характеру взаимоотношений между воспитанником. При подготовке к занятиям продумывают тему таким образом, чтобы дети, выполняя задания, могли отразить в нем свое отношение к окружающей действительности, любви к своей родине. Учет данного принципа в воспитательной работе требует от педагога установления тесной связи с семьей, проведения большой разъяснительной работы, разработки рекомендаций в адрес родителей, выработки общих единых методов воздействия на детей. Воспитание детей в коллективе сверстников осуществляется также в соответствии с принципом индивидуального подхода, учета возрастных особенностей, уровня нравственных представлений и опыта поведения ребенка. Осуществление этого принципа требует от педагогов глубоких знаний психофизиологических особенностей данного возраста и индивидуальных особенностей развития каждого из воспитанников. Воспитатель, обладающий высокими моральными качествами, может правильно оценить свой поступок ребенка, увидеть задатки трудолюбия, доброты, но и также эгоизма. Известным фактом является то, что в практической деятельности ребенок быстрее накапливает нравственный опыт, вступает в отношения со сверстниками и взрослыми. Он усваивает правила поведения в коллективе сверстников, руководствуется ими в собственной деятельности, учится поступать в соответствии с нормами морали. Вне деятельности правила поведения, нравственные представления становятся у детей уже дошкольного возраста формальными. Дети знают, как надо поступать в ситуации, складывающейся в повседневной жизни, но часто совершают прямо противоположные поступки. Ну, например, зная правила о том, что надо быть внимательным к другому, спорят, вступают в конфликты, зная, что игрушки после игры следует убирать на место, оставляют их разбросанными. Воспитатель может ставить детей в условия, в которых они сами решают, как следует поступать, или облегчить это решение, давая не прямо выраженный совет, а как бы подсказывая, обращается к детям с вопросом о том, как правильно нужно было бы поступить. Ну, например, сложить игрушки на место. В старших группах становятся более разнообразными поступки, отражающие усвоение детьми моральных норм поведения. Воспитатель обращает внимание на характер реакции ребенка, на ситуацию, на самостоятельный выбор действий, одобряет поступки, в которых проявляются предупредительность, вежливость, тактичность. Поддерживая положительные детские поступки, педагог вместе активно их обогащает нравственный опыт детей, пользуясь при этом не только конкретными указаниями, но и рассуждениями, советом, собственным примером, тактичным замечанием. Особое значение он придает культуре общения и взаимодействия детей в коллективе, воспитывая у них навыки вежливого обращения друг к другу, умение выслушать сверстника, не спорить, а возразить в тактичной форме, не перебивать друг друга. При работе с детьми педагогу важно понимать мотивы детских поступков и правильность их оценивания.
Под его влиянием у дошкольников растет способность самостоятельно решать, как поступать в той или иной ситуации. В силу конкретного мышления, недостаточной объективности к оценке поступков сверстников, а также импульсивности поведения и подражательности, дети, особо малыши, могут совершать неправильные поступки. Однако ведь не всякий отрицательный поступок является следствием невоспитанности дошкольника. Поэтому очень важно выявить, какие мотивы побуждали ребенка к действию. Только при этом условии педагог может правильно понять поступок, дать ему верную оценку и выразить соответствующие методы воздействия на ребенка. Например, малыш отнял игрушку у сверстника. Можно предположить, что он просто не воспитан. Но оказывается, он хотел успокоить другого плачущего ребенка той игрушкой, которой накануне педагог забавлял его самого. Используя оценку как метод воспитания, педагог также учитывает возраст детей. Ну так, для малышей он стремится почаще одобрить, похвалить, поддерживая самые незначительные попытки проявить самостоятельность, доброе отношение к сверстнику, умение уступить, а также послушание, исполнительность, следование установленным правилам. Это создает у них хорошее настроение, желание быть послушными, повышает уверенность в своих силах. При оценке поступков старших дошкольников учитывается уже проявление детьми инициативы, волевых усилий, сдержанности, умение вести себя в соответствии с известными моральными нормами как в присутствии воспитателя, так и оставаясь на некоторое время без него. Например, при выходе на прогулку, разговоре педагога с родителями, посещении группы сторонними лицами. В данном возрасте воспитатель становится более требовательным в оценке детей, сдержаннее пользуется поощрениями, чаще прибегая к рассуждениям типа «старшие дети и должны правильно поступать». Этому вы уже научились, и не нужно заставлять взрослого снова напоминать о правилах, которые вам и так давно уже известны. Таким образом, педагог выражает недовольство отдельными поступками детей. Замечания, звучащие в его оценках, служат детям предупреждением или запрещением повторения подобных поступков. Поэтому так важно, чтобы педагог выражал уверенность, что отрицательный поступок случайен, что он не будет повторен ребенком. При таком подходе гораздо легче избежать случаев негативизма, упрямства, неподчинения разумному требованию педагога. Кроме того, необходимо помнить еще о том, что, осуждая поступок, воспитатель не должен никогда осуждать самого ребенка. Немаловажное значение имеет также и пример сверстников, одобряемый педагогом. Например, желая предупредить возможное нарушение установленного правила, воспитатель подчеркивает, какой у нас Сережа молодец, не стал расталкивать детей, чтобы стать в строй, а немножко отошел и пропустил перед собой Колю. Подобное одобрение поступка мальчика вызывает у детей желание поступить так же, и построение проходит без лишней суматохи, побуждая детей к проявлению аккуратности, тщательности в работе. Воспитатель одобряет другого ребенка. Ну, например, как аккуратно Максим повесил свою одежду в шкаф. Он не торопился, постарался. Я уверена, что и другие ребята также сумеют. Заинтересованное отношение педагога, его уверенность в том, что все дети поступят так же, побуждают их к необходимым действиям. В старших группах детского сада убеждение и разъяснение нередко принимает форму беседы, специально организованную педагогом. Обычно такие беседы идут вслед за чтением художественных произведений на этические темы. Например, после чтения рассказа «Разве так играют» Калининой из книги «Малыши», естественно, задать детям вопрос: а как играют? И обсудить, как нужно поступать, как поступают дружные ребята, как они договариваются в играх, как они делятся игрушками. Такие беседы помогают дошкольникам усвоить нравственные понятия, такие как добрый, скромный, отзывчивый, вежливый,
уточнить ранее сформировавшиеся представления об этих качествах, связать со своим опытом, правильно оценивать собственное поведение и поступки сверстников. В нравственном воспитании активным средством воздействия являются произведения литературы и искусства, такие как книги, разнообразные картины, скульптуры, музыка. Они в яркой, образной, эмоционально насыщенной форме влияют на детей, вызывая разнообразные чувства, способствуя формированию у них нравственного отношения к явлениям окружающей жизни. В младших группах воспитатель стремится, возможно, чаще одобрять каждого из детей за малейшее проявление самостоятельности и инициативы. В средних группах оценки его становятся более мотивированными, включают разъяснение всем детям морального смысла действий и поступков. В старших группах педагог оценивает детей уже сдержаннее, подчеркивает их самостоятельность в выборе поступка, ответственность за его перед детским коллективом. Каждому педагогу необходимо помнить: дети во всем подражают своему воспитателю, верят в его справедливость, проникают его убежденностью. Моральный облик педагога становится для них примером отношения к окружающим, природе, к родине, своим обязанностям. Чувство любви к отчизне формируется у детей постепенно в процессе накопления знаний и представлений об общественной жизни страны, о труде людей, окружающей природе. Это сложное чувство вырастает из любви к близким людям, к родному краю. Чувство любви к родине вырастает из любви и привязанности к близким людям, к семье, где ребенок окружен заботой, вниманием и лаской. Постепенно чувство любви, уважения к родным расширяется и переносится на других людей, например, работников детского учреждения, соседей и знакомых. Перенимая особенности поведения взрослых, дети усваивают тон, манеру, представления, которые бытуют в семье. Задача педагога заключается в том, чтобы сделать чувство любви и привязанности к людям более осмысленными и действенными. Воспитатель рассказывает дошкольникам о значимости труда родителей, подчеркивая их заботу о детях. Для этой цели он использует беседы, художественную литературу, показывает картины, проводит экскурсии. Детский сад ведь вторая семья ребенка, где он окружен вниманием, любовью и заботой работников дошкольного учреждения. У детей воспитывается уважение к труду тех, кто их воспитывает, лечит, кормит, заботится о чистоте помещений, организуя наблюдение за трудом младшего воспитателя, например, повара, дворника и других работников нашего детского сада. Воспитатель раскрывает детям смысл их действий, направленных на создание в детском саду чистоты, уюта, обеспечение детей вкусной едой, заполнение их жизнью содержательной, интересной деятельностью. Дети должны стремиться беречь результаты труда взрослых и по возможности им помогать. Воспитывать у детей любовь к родной природе, способность чувствовать ее красоту, стремление сохранять, беречь и приумножать ее богатство – такова вторая сложная задача воспитателя. Чувство любви к природе будет устойчивым, если педагог осуществляет эту работу, начиная с младшей группы. Он проводит с детьми прогулки и экскурсии в парк, в лес, в поле, на пруд, учит воспринимать красоту родной природы, испытывать радость общения с нею. Для маленького ребенка родина начинается с родных мест. Это с улицы, на которой он живет, с детского сада, в который он ходит. Постепенно дети получают представление о родном городе, об отдельных союзных республиках и нашей многонациональной родине. Под руководством наших воспитателей дети знакомятся с достопримечательностями улиц, на которых они живут, узнают о том, чем славится наш город, начинают с возрастом гордиться им. Дошкольники также узнают о людях, прославивших себя трудом, боевыми заслугами, чьими именами названы города, разнообразные улицы, площади нашей большой страны. Свои представления о людях разных национальностей дети отражают и углубляют
играх с куклами, изображающими людей разных национальностей. В играх путешествий они едут в гости в другие республики и края, ведут подарки с собой, выступают с концертами, принимают у себя гостей. Педагог помогает в их подготовке, в организации и в оформлении. Воспитывающиеся в детском саду дети разных национальностей исполняют на родном языке песни, национальные пляски. Дошкольники на собственном опыте убеждаются в том, что все они живут дружно и весело. Для формирования у детей начал интернационализма воспитатели используют события и факты из жизни нашей страны, отражающие дружбу народов, декады национального искусства. Но важно, чтобы влияние семьи и детского сада на ребенка шло в едином направлении. Отсутствие контактов между ними приводит к проблемам развития личности ребенка, поскольку он пытается приспосабливаться нередко противоречивыми требованиями. Работа воспитателя с семьей направлена на педагогическое просвещение родителей в вопросах нравственного воспитания детей. Она также включает изучение системы нравственного воспитания в каждой семье. Выявив трудности, с которыми сталкиваются родители, воспитатель оказывает им необходимую помощь советами, разнообразными рекомендациями. При этом его внимание должно быть сосредоточено прежде всего на воспитании детей, гуманных чувств, культуры поведения, действенной любви к родным и близким, любви к родине. Целесообразно периодически обсуждать с родителями уровень нравственного развития их детей, отмечая сдвиги, выделяя конкретные задачи для совместного их решения. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Всего вам доброго. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за прослушивание. Да. Спасибо большое вам за прослушивание вебинара. Следующий наш вебинар, который начинается в 16:00, немножко задержится на 5 минут и начнется в 16:05. Спасибо вам большое. Ждем вас на следующем вебинаре.